Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня у нас в гостях директор нашей школы Александр Владимирович Коломеец. Здравствуйте. Как вам известно, недавно начала работу наша школьная телестудия, и по этому поводу мы хотим вам задать несколько вопросов. Чья была идея создания школьного телевидения? Вы знаете, идея создания школьного телевидения, она, наверное, витала эти 2 года, не только витала, но и реализовывалась, поскольку у основ нашего школьного телевидения в нашей школе стоят наши выпускники прошлых лет. То есть благодаря их инициативе, творчеству снимались различные анонсы происходящих событий в школе, освещались мероприятия. То есть создавалась такая база, которая позволила им подняться на довольно-таки неплохой уровень. И это была основа. Что вы можете сказать о техническом оснащении нашей телестудии? Изначально было желание снимать, было желание создавать программы нашими учащимися, но технические возможности были невелики. Но в настоящее время, вот благодаря тому, что школа сотрудничает с очень хорошей фирмой, которая занимается оформлением, дизайном, была создана школьная телестудия, было приобретено соответствующее высокопрофессиональное оборудование, и появились возможности создавать все на более высоком техническом и профессиональном уровне. С какой периодичностью хотели бы вы, чтобы выходили наши новостные выпуски? На мой взгляд, эти выпуски в настоящее время должны выходить хотя бы 1 раз в неделю. Почему? То есть должен быть обзор происходящих событий в течение недели. Я думаю, что всегда интересно узнать о том, что происходит в школе, что происходит в классах, как мы выступаем на олимпиадах. То есть все эти события, они интересны учащимся, интересны учителям, интересны родителям. И, конечно, для того, чтобы школьная жизнь была наиболее активной, интересной, необходимо и давать обзор или анонс тех событий, которые будут происходить в ближайшее время. Поэтому, на мой взгляд, для начала 1 раз в неделю с обзорами, с предстоящими событиями, затем чаще. Какие известные люди посетят нас в дальнейшем? Ну, поскольку директора вам недостаточно, я полагаю, что всем будет интересно узнать и точки зрения и заместителей директора, поскольку они курируют определенные направления, информация, связанная с их направлением, будет интересна также и учащимся, и их родителям. На мой взгляд, должны появиться в студии и деятели культуры, и политические деятели, и известные спортсмены, и просто интересные люди, писатели, журналисты. Их точка зрения тоже будет интересна для рассмотрения. Конечно, меня как директора всегда волнует момент, связанный с имиджем нашего образовательного учреждения, и работа школьной телестудии, она все-таки сыграет свою положительную роль в формировании имиджа образовательного учреждения. Какие достижения ожидает наше школьное телевидение? Мне бы хотелось принять участие в работе школьного телевидения всех тех, кто испытывает в себе такую потребность, тот, кто занимается фотографией, занимается видеосъемками, поскольку желание человека заниматься подобной работой, желание ученика, оно очень всегда хорошо воспринимается, и это своего рода школа тоже для дальнейшего определения своей профессии. Это один момент. Второй момент. Есть большое количество конкурсов, которые связаны с созданием короткометражных фильмов, тематических фильмов. Если изначально, пока мы видим работу школьной телестудии как новостной канал, то, я полагаю, в перспективе должна быть разработана концепция школьного телевидения, определены основные направления, созданы творческие группы, и тогда можно уже вести речь о весьма серьезных результатах. Что вы можете пожелать работникам телестудии? Работникам телестудии, помимо творческих успехов, терпения. Почему? Потому что сама
данная работа, она требует огромного психологического усилия, морального усилия, творческого подхода. И я полагаю, что вот все эти качества помогут создавать высокопрофессиональные, классные программы нашего школьного телевидения. Это был Александр Владимирович Коломеец, директор нашей школы. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч. Благодарю.